Но мы хотим узнать вот об этом так, нашумевшем деле, гибели девочки. Население очень сильно как бы дезинформировано, оно боится какого-то непонятного вируса. И вот, наверное, нужно разъяснить, есть ли тут вирус, есть ли тут вина врачей. Ну, в общем, преподается любая информация, она вся как бы принимается на веру. Да, искаженная, да. Да, действительно, вот этот случай с гибелью девочки, он достаточно серьезно всколыхнул и общественность, и самое главное, что он однозначно был непонятен для нас, он был непонятен для врачей, которые оказывали медицинскую помощь, потому что, по сути, как со слов, на фоне полного здоровья девочка поступает, и идет вызов, и, по сути, в машине скорой помощи она дает остановку дыхания, она дает остановку всех витальных функций, проводится реанимационное мероприятие в машине, девочку доставляют в педиатрический центр, и проводится там мероприятие, тоже реанимационное, но, к сожалению, все оказалось безуспешным. Диагноз, который был сразу же, по сути, поставлен, когда только девочка поступает в приемное отделение педиатрического центра, диагноз был поставлен докторами бактериальный эндокардит. Затем мы поставили диагноз крупозную пневмонию. А по сути это все следствие, ну, наверное, тяжелого токсического состояния. То есть, по сути, это следствие инфекционно-токсического шока. То есть сегодня мы можем говорить, что была инфекция. Эта инфекция не была адекватно оценена. И однозначно можем заявить, что эта инфекция не лечилась так, как надо было ее лечить. Мы сегодня проводим служебное расследование этого случая. Возможно, будут какие-то, вот то, что сейчас по предварительным данным, однозначно есть нарушение лечения девочки. То есть вот в тот период, когда она заболела, может быть, первые признаки были инфекционной патологии, то или что-то было не додано лекарства, или как-то неправильно проводилось лечение. Вот где, с какой стороны, сегодня мы это служебное расследование проводим. Хочу сказать одно, что это обычное банальное инфекционное заболевание, которое прежде всего, вот случай проявился только из-за того, что было неадекватное лечение и было неадекватное наблюдение за девочкой. То есть сегодня говорить вот то, что ажиотаж идет по СМИ о том, что это, допустим, какой-то новый вирус, или это какой-то новый грипп, или это какая-то новая инфекция, которая вот так поражает, оснований абсолютно нет. Заявляю это с полной мерой ответственности. Я думаю, что меня поддержит в этом плане, если вы возьмете интервью у Роспотребнадзора. Поэтому население должно быть абсолютно спокойным. Это никакая не новая инфекция, это никакой не новый вирус. Это те нарушения, которые произошли в процессе наблюдения за девочкой. И думаю, что, возможно, это будет и со стороны поликлиники, и, конечно, вероятно, со стороны семьи. Поэтому мы дальше будем рассматривать, и уже заключение даст причину, действительно, на каком этапе вот, произошли такие недоработки, не доглядели.